Приветствую всех участников. Саламу алейкум. Начнем сегодняшний наш эфир. Именем Аллаха, во имя Аллаха. Бисмиллахи рахмани рахим. Сегодня у нас тема по поводу информационной подачи новостей, касающихся Чечни. Настораживает, что все мировые СМИ, европейские и в том числе даже украинские, следуют тенденции, заданные российскими пропагандистскими СМИ. То есть те же самые клише, которые были навешаны на чеченцев в ходе минувших 30 лет противостояния Чечни России, сегодня, в принципе, используют ту же самую терминологию, те же самые нарративы. И это создает впечатление, что в итоге получается так, что мировые СМИ работают в той же конве, как бы и российские СМИ, и в итоге чеченский народ остается, опять-таки, жертвой вот всей этой истории. Ударили дроны по российской военной базе в Борзой и по марионеточной базе в Грозном. Но марионетки, они тоже служат оккупантам, это коллаборационисты. То есть, ударив по этим базам, давать такую информационную как бы подачу или писать в информационной ленте, украинские дроны ударили по Чечне, как будто они бьют по мирным городам, по мирному населению, и как будто Чечня участвует в войне против Украины. Вот что в итоге может как бы сделать заключение человек, читающий подобную новость. Я думаю, что нужно резко выступать, жестко и резко выступать против подобной информационной подачи. Я говорю о информационных, то есть о ведущих информационных средствах во Франции, здесь то же самое прозвучало. Есть информационные каналы, специализирующиеся по Кавказу, как российские как бы правозащитного либерального толка, есть украинские, такие как Кавказ Фредом, и тоже там есть такие упущения. Хотелось бы на это обратить внимание. Я не знаю, сегодня, если у нас у слушателей будет заинтересованность, мы можем раскрыть эту тему, так как она сегодня актуальна на фоне недавних ударов по российским военным частям в Чечне. Я думаю, что этот вопрос должен иметь свое раскрытие полное, подетально, если будет такая заинтересованность у наших читателей, то есть слушателей. Затем насчет того, почему чеченцы участвуют в войне в Украине, об этом также говорилось и в предыдущем очень много. Много раз объяснял, что только самый первый, может быть, месяц-два было ближайшее окружение Кадырова, которое туда шло добровольно, в надежде, что это будет молниеносная какая-то операция, они там оттуда выйдут опять как в горах Чечни против слабого противника, пройдутся как на параде, но как стало ясно, что это не так, туда людей уже заставляют идти насильно, в основном, конечно, есть исключения, но в основном заставляют идти насильно, с мест заключения или же по каким-то малозначительным правонарушениям. И когда мы объясняли, что это так, мне кажется, опять-таки не было понимания ни со стороны европейских служб, в частности миграционных, когда мы ходатайствовали за чеченцев и северокавказцев, бегущих от насильственной мобилизации в страны, балканские страны. Там им чинились большие препятствия, некоторые возвращались. И сегодня, недавно как бы прошла в ленте информация о том, что 45 тысяч мобилизовано украинцев с оккупированных территорий Украины. В данном случае я вижу, что идет правильная информационная подача, что эти люди их заставляют идти на фронт. И из-за того, что они воюют вынуждены против своих же сородичей, не выдвигается никаких претензий вообще к жителям этих областей. Ну и правильно, не должны они выдвигаться. Но тогда нужно быть последовательными, и также нужно понимать, какова ситуация в Чечне, которая 30 лет до этого
в одиночестве боролась против вот этих гибридных методов войны Российской Федерации, в одиночестве причем. В принципе, все то, что сегодня хотелось бы сказать по текущей, мне кажется, актуальной информации, что важно было мне ответить. Если наши участники захотят развить эту тему, мы ее будем развивать. Если нет, то другие вопросы. У меня завтра поездка, я буду недоступен несколько дней, поэтому я видел заинтересованность при последнем эфире вести именно дискуссии, а не слушать мой монолог, поэтому вот сегодня мы включились так, чтобы предоставить слово нашим участникам. Кто хочет, может написать, и наши модераторы его подключат. Совелион, ушел, слушай, Гвистолита. А насчет этой темы еще просто такой вопрос задам, пока он зайдет. Вот как у Джамбулат получается вот такую дезинформацию внедрять, да, в массы, ну, хотя в целом же понятное дело, что в Чечне нету чеченской армии. Да, только российская армия, то есть у любого там на документах написано российская армия, но все равно как-то у них получается обманывать людей. И как вот люди в это верят, я не понимаю. У Шурма проблема в том, что люди больше вбирают в себя готовую информацию, нежели анализируют ее. Но это большинство людей. И когда 30 лет российское государство отпустило огромное количество средств на дезинформацию, на очернение чеченцев, причем очернение продолжается и сегодня, когда на чеченцев переложена вина за все те бесчинства, которые творились в Чечне, Путину удалось посредством кадыровского режима переложить всю ответственность на чеченцев и выставить их опять-таки агрессивными, неадекватными, так как всю черную работу выполняли так называемые кадыровцы по убийству неугодных путинскому режиму политиков и просто правозащитников, людей, приверженцев либеральных ценностей. Вот эта 30-летняя пропаганда, промывка мозгов, и вот по сей день по инерции все это идет. Легче поверить в то, что... Ну смотри, сегодня людям, которые 45 лет или 40 лет, 25-20 лет назад им было 10-15, это молодые умы, которые только формируются, и каждый день по новостям в информационной ленте звучало чеченские террористы, чеченские бандиты, там, я не знаю, чеченское ВИЗО, чеченская мафия, чеченцы взорвали то, чеченцы взорвали это, чеченцы напали сюда, чеченцы напали туда. Вот это все отложилось в подсознании, в корке. И сегодня перебить вот эту тенденцию нам будет очень трудно. Но мы просто делаем один очередной шаг к тому, чтобы сказать, что это не так. Конечно же, ничего не изменится завтра, то, что мы сегодня сказали. И до нас наши блогеры и политики много раз об этом заявляли. Но так как эта информация сегодня была актуальна, я посчитал должным еще раз напомнить об этом. Может быть, кто-то нас услышит. Может, сегодня в связи с тем, что Украина столкнулась с подобными методами информационной войны, мы будем услышаны. Так и случается, что люди верят тому, что слышали давно, и то, что заложилось в корке подсознания. Даже вот недавно же была ситуация, несколько месяцев, то ли, вот соседи наши, например, азербайджанцы, да, вот, к примеру, они понимают, да, ситуацию Российской Федерации, всех народов, которые там живут, но они все равно, даже когда их самолет подбили, они писали, вот чеченское ПВО, вот чеченцы это сделали. Я не знаю, даже вот эти люди, которые по соседству с нами живут, тоже подверглись вот этой пропаганде очень сильно. Ну да, хотя в начале 2000-х или нулевых в Азербайджане было очень много чеченских беженцев, причем это были семьи, то есть это была отдельная особая категория людей, чьи семьи воюющих или, я не знаю, политиков, которые подвергались опасности в Чечне, и именно они выезжали в большинстве в Баку, в Азербайджан, и жители азербайджанской столицы
не понаслышке знают ситуацию в Чечне, потому что почти у каждого, в каждом районе Баку жило огромное количество чеченских семей, соприкоснувшихся с этими проблемами, которые там годами от них слышали вот эти ситуации, они все это знают. Ну вот прошло после этого лет 15, да, или 20, потому что где-то начиная с 2006-2007 года чеченцы оттуда выехали в Европу. И вот, наверное, выросло какое-то поколение, которое, может быть, все-таки люди должны помнить об этом, но опять-таки обвиняли чеченцев, как будто у чеченцев есть свое собственное ПВО, у чеченцев есть независимая страна, как будто чеченцы сбили вот этот самолет. Хотя в самом самолете находились и граждане, и чеченские граждане, да, наравне с, по-моему, там и дагестанцы были, и азербайджанцы, естественно. Ну, мне кажется, должна быть политика по подаче информации у Азербайджана, у Украины. То есть им нужно пересматривать информацию относительно Чечни, как ее подавать. Да и не только Чечни, вообще всего Северного Кавказа, но в особенности Чечни, который де-факто 10 лет был независимым и успел за эти 10 лет дважды повоевать против Российской Федерации, против ее агрессии. Эти моменты нужно пересматривать, и должны быть какие-то четкие, я не знаю, то есть не говорить, что Чечня в Чечне, Россия, российская оккупация, российские войска, временно оккупированная страна, временно оккупированная территория Чеченской Республики, народ, находящийся под оккупацией. Подобные какие-то высказывания должны были звучать, но мы пока этого не видим. И когда часто спрашивают насчет Кадырова, вот что он сделает, мне кажется, чрезмерно много внимания уделяется персоне Кадырова, и вот эти СМИ, они помогают как раз-таки российской пропаганде проводить, то есть ту линию, которая задана уже российской войны в Украине. Туда же засылали не просто так вот эти подразделения Ахмат, они больше, чем военную как бы составляющую, несли на себе нагрузку какой-то информационной составляющей. И та информационная подача, которая чрезмерно, непропорционально акцентирует внимание на каких-то действиях, там, даже на каких-то бытовых действиях Кадырова, его семьи, его ближайшего круга, вот, они также способствуют тому, что они продвигают путинские какие-то нарративы относительно Чечни. Вот это нужно прекращать. Я не знаю, каким образом это донести, но очень настойчиво, мне кажется, это уже нужно доносить. Я в последнее время где-то полгода вообще не отвечаю на запросы журналистов по поводу всяких там, кто будет преемником Кадырова, пойдет ли он в Дубай или в Турцию, там, восстанет ли он против Путина. Много раз объяснялся, почему я не отвечаю, потому что много раз перед этим у меня были одни и те же ответы, и я думаю, даже, наверное, так как животные обучаемые, и там собака, когда ты много раз ему повторяешь какую-то команду, собака понимает, о чем речь, животное понимает. Мне кажется, что не только мной одним, и другими чеченскими политиками, блогерами столько раз об этом сказано, что нет, Кадыров не самостоятельная политическая фигура. Нет, он не может восстать против своего хозяина. Нет, то нет это. И все равно повторяются одни и те же вопросы. Я просто перестал отвечать на такие запросы. Вот именно вот это восхваление Кадырова, как будто он отдельная такая фигура, президент своей страны, никем не управляемый, вот это очень надоело. Ты даже со своими сверстниками, когда ты общаешься, даже людьми взрослыми, постоянно приходится им объяснять, что это не все так, как им видно вот по интернету. Да? Вот город построили, говорят, вот Кадыров самый лучший человек. Все кавказские народы как бы не имеют такого города, как у вас. И вот смотрите, ваш президент вас любит, говорит, а наши не любят, крадут деньги. Как бы. Они строят очень образ ему сильным. Да, это наши соседи говорят такие вещи, это тоже удивительно. Даже ингуши, которые, ну, у них всегда, я не знаю, как сказать, здоровая, нездоровая какая-то конкурентность есть с чеченцами. Ну, мне вообще всегда удивительно было слушать, как чеченцы, как ингуши обычно стараются во всем конкурировать с чеченцами, но при этом хвалят Кадырова. Вот это тоже интересный феномен.
Дагестанцы тоже подхватились очень в последнее время. Там прям они говорят, вот Кадыров любит свой народ, строит город, обеспечивает дороги, там все делает, а наши ничего не делают. Они, наши соседи, не то что Россия, но даже наши соседи, обычные люди, да, вот в интернете тоже очень восхваляют и делают этот образом. Но это еще раз говорит нам о том, насколько сильное воздействие имеют информационные средства на сознание людей, что мы, в принципе, не можем победить Россию, не, не укрепив этот фланг информационной войны, так скажем. Именно информационный проигрыш у нас и был в ходе. То есть с начала Второй войны мы уже изначально были в проигрышной ситуации. Нас уже выставили в таком негативном плане. Был саботаж, были провокации спецслужб, была информационная подача. Все свободные СМИ России уже были прижаты и зажаты там, то есть они прекратили свое существование. Последнее, я помню, вот это НТВ отбивалось, и, в принципе, ее потом подмяли. Все после того, как российские СМИ перестали подавать правдивую, свободную информацию, у чеченцев таких возможностей не было, чтобы у них был, скажем, информационный канал на уровне катарской, вот это Аль-Джазиры, да, вот то, что Катар сегодня, все, что касается Ближнего Востока, там, какое-то у них там есть телевидение, да, то сегодня в Катаре есть такое информационное средство, сильно развитое. Аль-Джазира, да. А у чеченцев таких возможностей не было тогда, нет и сейчас. Поэтому вот это то, что нам, в принципе, предстоит в ближайшем будущем, над чем поработать, чтобы, если мы этот фланг не укрепим, у нас вообще нет шансов что-либо изменить в корне, кардинально.